Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на июнь 2020 года на любовь и отношения для тельцов. Посмотрим, что ждет в этом месяце. Те, кто без пары, те, кто в поиске партнера, те, кто в ссоре, посмотрим. Те, кто расстался недавно, те, кто начали недавно встречаться, те, кто давно встречается, те, кто вместе живут без регистрации и кто в регистрации, в браке живет. Будем подсказки делать на колоде цыганской. Посмотрим. Те, кто у нас без пары пока что, те, кто в поиске партнера. Замечательная встреча может быть с человеком, который просто ваше сердце растопит. Это человек очень приятный в общении. Это человек такой романтичный. Он, знаете, как бы просто вас расположит к себе одними словами даже, да, то есть он умеет говорить, он умеет красиво все обставить, показать себя, романтику создать из ничего, он может вас пригласить, в принципе, куда-то поехать, отдохнуть, допустим, вместе, да, либо просто вот прогулки какие-то могут быть у вас очень такие романтичные, может быть даже очень быстрое развитие здесь отношений и вплоть до того, что может быть предложение руки и сердца даже. Давайте посмотрим поподробнее, что здесь будет для тех, кто вот может встретить человека нового. Смотрите, как интересно, здесь эта встреча будет для вас каким-то шоком. Может быть, при каких-то обстоятельствах таких сложных, да, может быть, критическая какая-то ситуация. Ну, может быть, он там вас защитить вдруг бросится, да, какая-то критическая ситуация. Может быть, кто-то там будет, может быть, там угрожать вам или еще что-то такое, да, то есть какая-то тут сложная ситуация, шоковая, и вот он здесь у вас рядом оказывается, оказывает вам помощь, он как-то может быстро так себя проявить, неожиданно, очень удивитесь вы. Кроме того, этот человек, знаете, такой очень искренний, открытый, и вам будет очень приятно с ним общаться, но в то же время он может быть, знаете, такой немножечко не приспособленный к жизни, то есть он действительно очень такой романтичный, он любвеобильный, но может быть не совсем к жизни приспособленный. Да, он как рыцарь может там заступиться, помочь и так далее, но может быть вот в плане зарабатывания денег у него тут могут быть сложности. Да, вот здесь, конечно, такая трудность есть. Давайте теперь посмотрим те, кто в ссоре. Замечательная карта влюбленный, сама за себя говорит, что вам придется здесь сделать какой-то выбор. Видимо, вот эта ссора для вас как испытание, да, вы должны его пройти для того, чтобы быть вместе. Давайте посмотрим, что тут карты нам подсказывают. Мириться, говорят, надо. Нужно мириться, нужно сознательно изменить ситуацию, нужно, знаете, проявить инициативу. Возможно, вот вы тельцы, да, кто у вас партнер, я не знаю, но вы должны проявить инициативу. Именно вы, тогда будет все хорошо. То есть именно вам такая роль предназначена в этом месяце. Кроме того, здесь может быть еще, знаете, такая ситуация, что, может быть, кто-то вам на пути встретится, то есть у вас есть, допустим, как бы близкий человек, да, и появляется кто-то третий, вы из-за этого можете поссориться, но вот карта говорит о том, что нужно все-таки определиться, сделать выбор, но, скорее всего, нужно мириться с этим человеком, потому что он вам здесь больше подходящий, больше по судьбе, но все-таки вы сами здесь принимаете решение, и от этого решения будет зависеть вся ваша дальнейшая жизнь, имейте в виду, хорошенечко все нужно взвесить, да. Теперь те, кто расстался недавно со своим партнером, может быть, это просто расставание, может быть, это даже развод, и здесь действительно у нас карта развода, да, карта шута, когда вы свободны, когда вы можете заново начинать строить свою жизнь, ехать куда угодно, строить отношения с кем угодно. И смотрите, у вас какой хороший период здесь, у вас прям сразу может произойти встреча, у вас прям тут счастливая полоса какая-то начинается.
Может быть, знаете, даже если вы сильно переживали, вы здесь прям выздоровеете быстро, потому что у вас здесь появляется человек, который прям очень сильно вас полюбит. Он будет о вас заботиться, он будет романтику в отношениях создавать, он может всякие там сюрпризы вам предлагать, да, то есть человек очень такой начитанный, человек очень образованный, может быть, хороший такой профессионал, да, в общем, человек, в принципе, очень хороший, вы будете просто даже радоваться тому, что вы расстались, потому что у вас здесь вот встреча новая может быть, новая полоса может начаться. Теперь те, кто недавно начал отношения, смотрите, какая замечательная карта, король Пентаклей, который говорит о том, что вполне возможно вы захотите как-то отношения сделать как бы прочными, стабильными, да, постоянными, то есть как будто бы даже расставаться не захотите. Очень хорошая здесь карта, давайте посмотрим, что здесь. Кстати, это человек, который вот с кем мы недавно начали отношения, он, скорее всего, и зарабатывает хорошо, и положение у него какое-то в компании хорошее, может быть, свой бизнес, предприниматель, да. Смотрите, как тут интересно у вас. Скорее всего, у вас будет сложный здесь период, и, может быть, придется тоже вам какое-то решение важное принимать, вот именно с вашим партнером. И, скорее всего, это будет зависеть от вмешательства других людей. Скорее всего, он либо человек, который любит праздники, да, любит, чтобы было много друзей, а вас, видимо, будет это очень сильно раздражать, и вы можете здесь, знаете, сказать ему, вот выбирай, я или твои друзья, там, я или вот твои как-то развлечения, да, вот, и, скорее всего, здесь он выберет как раз вас, и очень, ну, как бы благополучно решится этот вопрос. У вас действительно такие хорошие прочные отношения могут остаться. Теперь те, кто у нас давно встречается. Семерка мечей. Ну, вот здесь может быть сложность. Здесь может быть два варианта у нас. Либо человек начнет вас обманывать, да, и ну, как бы захочет, может быть, задуматься о ком-то другом уже в этот период, да, а может быть, вы слишком строго к нему относитесь, как-то, может быть, критикуете, ссоритесь, и у него, может быть, появится желание просто выйти из отношений, то есть не кому-то, да, а просто так. Давайте посмотрим, что же тут такое будет происходить. Но больше всего тут проблем из-за какой-то неискренности, да, может быть, обман был какой-то, да, может быть, даже и предательство, а может быть, просто ревность, да, вот, и здесь, наконец-то, у вас проясняются отношения, здесь у вас новый поворот в жизни начинается. Ну, в принципе, вот все заканчивается благополучно, вы можете договориться, вы поймете, что этот человек на самом деле как бы заслуживает вашего доверия, что он верный вам, то есть зря вы тут сомневаетесь, зря ревнуете. Да, в общем, это человек, которому вы можете доверять. Просто, видимо, здесь ситуация сложная в том плане, что много споров, ссоров, конфликтов, и он просто может даже уйти. То есть нужно вот как-то решать этот вопрос, договариваться, убирать вот эти лишние колкости, да, в отношениях, сложности. Теперь те, кто живут вместе, но без регистрации. У нас здесь восьмерка пентаклей. Карта говорит о том, что вы тут как-то совместно вот работаете, зарабатываете общими деньгами, пользуетесь, да, и, может быть, знаете, для вас уже отношения такие стабильные стали, вы, может быть, уже даже друг без друга и не можете быть. Либо один партнер зависит от другого в плане там денег, допустим, да, или в плане жилья. Ну, смотрите, как здесь интересно. Карта говорит о том, что у вас здесь может какая-то появиться возможность перемены. Может быть, здесь даже и известие о ребенке. Да, может быть, придется вам принимать решение, но вот карта говорит о том, что вам ребенка лучше, конечно, здесь оставить, да, перевести отношения на новый уровень, и для вас это очень хорошо, для вас это как бы исполнение ваших желаний, да, это, знаете, такое углубление отношений, улучшение ситуации. В любом случае у вас здесь все к лучшему. Если это не ребенок, да,
то здесь может быть просто какой-то, знаете, очень удачный какой-то период, когда вам будет вести там с работы, в деньгах, с какими-то покупками. Может быть, будут какие-то ограничения, но вот в пределах того, что вы можете сделать, вот у вас здесь все ладится. Но больше всего здесь, знаете, какой-то стабильности и денег касается вопрос. Так, может быть, даже, кстати, здесь и какое-то вот, наверное, желание все-таки узаконить отношения здесь. Да, вот бумаги тут какие-то. Может быть, вы все-таки решите оформить отношения. Может быть, это будет без пышной какой-то там церемонии, да, но вполне возможно. Теперь те, кто в браке, смотрите, здесь идет башня. Это предупреждение. Давайте сразу смотреть, что это значит. Какая-то кармическая ситуация очень серьезная. Знаете, вот из таких вот частых ссор, споров, конфликтов, да, может как бы выйти расставание, развод. Будьте очень аккуратны. То есть может разрастись ситуация. Обычные какие-то мелкие ссоры, они могут как бы очень сильно вырасти и как бы дорасти до развода. Очень будьте осторожны. Но смотрите, здесь вопрос можно решить. То есть, может быть, даже хорошо, что какая-то ситуация сложная выйдет наружу, как бы, знаете, такой кризис произойдет, и дальше будет улучшение, потому что вот эта карта говорит о том, что у вас здесь как бы выздоровление такое в отношениях, исполнение какого-то желания вашего, какие-то счастливые тут события происходят и счастливые времена. Но сначала будет вот такое вот как бы сложное время, а после него только наступает уже светлая полоса. Но все-таки, смотрите, вы можете здесь смягчить вот эту ситуацию. Вы, скорее всего, знаете, что у вас там назревает, какая-то проблема. Постарайтесь ее решать, начать заблаговременно, чтобы это более мягко произошло все, да. Все равно ее придется решать. И вот тогда это, ну, как бы, как можно проще пройдет в этот период. Так, из-за чего мы сейчас посмотрим этот конфликт? Ну, здесь просто эмоции накопились. Видимо, долгое время были вместе, там в четырех стенах, да, и вот из-за этого. То есть просто, так, как здесь лучше вести себя? Ну, знаете, вот нужно просто как-то переключиться на работу, на себя, на образование дополнительное, на детей. То есть нужно как-то вот стараться как можно меньше контактировать, особенно когда вот эмоции идут сильные, да, или вы чувствуете, что уже очень сильно, ну, как бы, ну, долгое время сталкиваетесь вместе, да, что вот уже трудно друг друга переносить, да, вот нужно переключиться просто на что-то другое, и кризис он все равно будет, но более в такой мягкой форме, и после этого уже будет улучшение ситуации. Давайте посмотрим совет на отношения вам, тельцы, в июне. Девятка пиковая. Ну, карта говорит о том, что вам здесь стоит о стабильности подумать. Да, вот есть у вас сейчас отношения, нужно делать все для того, чтобы их сохранить, для того, чтобы они остались нерушимыми, да, либо если у вас встреча тут происходит, то тоже вот нужно постараться их все-таки сделать стабильными отношения, да, вот для вас это сейчас очень важно. Важно для вас, знаете, вот может быть общая цель какая-то, для вас двоих важная, да, она тоже вам дает какую-то стабильность, какую-то надежность. Ну и если, допустим, какая-то ситуация сложная, то нужно по этой карте еще решимость проявлять. Друзья, желаю всем прекрасного июня, желаю, чтобы у вас было как можно больше любви и счастливых моментов. Всего вам доброго, до новых встреч!